Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения «Суть дела». Начало января – время новогодних праздников, а значит, пора путешествий и отдыха. Абхазия еще в советские времена славилась своими здравницами, и туристы сюда приезжали круглый год. Но в настоящее время зимний туризм в нашу республику нельзя назвать популярным направлением среди российских туристов, но тем не менее. Многие россияне предпочитают Абхазию именно в новогодние праздники. Вообще о перспективах зимнего отдыха в Абхазии мы поговорим сегодня с нашим гостем, директором фонда «Горная Абхазия» Тенгизом Тарба. Тенгиз, я рада вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Тенгиз, вы автор одного из самых, мне кажется, ярких и интересных проектов последних лет. Какой потенциал у Абхазии для вообще развития зимнего туризма? У Абхазии потенциал огромный. Вопрос только в том, чего хочет сама Абхазия. Я убежден в том, что, развивая туризм, особенно зимний, мы должны очень бережно относиться к экологии. Это наша основа, основа нашего фонда. И опять-таки, откуда берется это отношение к нашей природе, к нашей экологии? Оно берется из наших традиций. И поэтому, прежде чем принимать какие-то решения для себя и ставить перед собой какие-то задачи и добиваться их, мы смотрим на наши традиции, опираемся на них и далее пытаемся развивать туризм именно вот в этом векторе. Чем можно удивить туристов, которые бы приехали в Абхазию? Можно увидеть очень многое. Мы еще не все увидели. Вот за последние 5 лет 360 дней экспедиционных мы провели в горах. И еще очень о многом не рассказано. Что касается, возвращаясь к зимнему туризму, Абхазия одно из уникальных мест. Вообще, когда мы говорим об Абхазии, очень часто можно говорить о Абхазии одно из уникальных мест. И мы должны это осознать. То есть, например, там глубочайшие пещеры в мире находятся в Абхазии, и больше нигде в мире они не находятся. У нас уникальные эндемики, и у нас уникальный субтропический снег. Он есть еще на Аляске, он есть еще в Японии, и у нас. Но далее возникает следующий вопрос, который я задавал профессионалам-экстремалам. А как там на Аляске? Какие там нюансы, например? Предположим, если погода плохая, все, что они могут, это на лыжах вдоль трассы, прямо вдоль основной трассы, просто как бы поддерживать свою форму. А у нас ситуация другая. Если ты поднялся уже, предположим, на ту же Аватхару, что произошло тоже недавно, кстати, такая возможность у нас появилась, то ты можешь и в плохую погоду, и в лавиноопасную погоду, ты можешь делать выходы, и ты можешь заниматься тем видом спорта, который ты любишь. То есть, например, это фрирайд, это скитур, не выходя в опасную лавинную зону, в альпийскую зону. Да? Когда уже погода хорошая, ты можешь подняться в Альпику, если тебе профессионализм позволяет, ты можешь кататься по этим склонам. Тенгиз, кстати, я хочу вас поздравить с победой в конкурсе канала «Моя планета». Уже второй раз, да? В номинации, на сей раз ваш ролик, ваше видео выиграло в номинации «Лучшее профессиональное видео о путешествиях». И я сейчас хочу нашим телезрителям показать этот ролик.
расскажите, пожалуйста, вот что это за конкурс был, сколько участников, легко ли было вообще выиграть в такой номинации, в таком конкурсе? Ну, знаете как, «Моя планета», телеканал, они на самом деле сделали очень интересный ресурс, да, вот они сделали сайт «Моя планета», где собрали всех путешественников, экстремалов, точнее, мы сами начали собираться на этой площадке. И на сегодняшний день это интересно, потому что они диктуют моду для таких уже серьезных брендов, как National Geographic, к примеру, или Discovery. И, безусловно, эта площадка уникальная. Она уникальная для постсоветского пространства и, пожалуй, для всего мира. Сейчас уже остальные прислушиваются к ним. И вот там у нас есть возможность выкладывать наши фоторепортажи, наши видеорепортажи. И к концу года «Моя планета» приглашает профессиональное жюри. Сначала их редакция отбирает на номинацию, на несколько номинаций репортажей, и фото, и видео, а потом профессиональное жюри, это лучшие фотографы, лучшие репортеры, журналисты, они принимают решение о том, кто победил в той или иной номинации. Ну, точнее, даже вот конкретно в моих номинациях. Это лучший фоторепортаж. А у участников сколько было, интересно? Было 3500 заявок подано на участие. И нас номинировали в профессиональный репортаж о путешествии, лучший профессиональный репортаж, фоторепортаж о путешествии и лучший профессиональный видеорепортаж о путешествии. Более того, несмотря на то, что конкуренция была очень жесткая, в номинации «Лучший профессиональный видеорепортаж о путешествии» 3 наших публикации были номинированы. И вот одна из них заняла первое место. Это ваша вторая победа в конкурсах вот канала «Моя планета». Да. Последний конкурс когда проходил? Год назад тоже, да. То есть они подводили итоги, но тогда было зрительское голосование. Сначала профессионалы выбирали и номинировали, а потом уже зрители решали. И, честно говоря, для меня при всей любви ко всем, кто голосовал в прошлом году, было очень важно, что именно профессиональное жюри, лучшие из лучших, сказали, что вот вы, ребята, профессионалы, вы сделали свою работу классно. Для меня это, конечно, было значимым. А вот герои ваших роликов, кто ваши герои? Это Оксана Чекулаева, она чемпион Европы по фрирайду, чемпион России по фрирайду. Она совершила 5 потрясающих спусков. На самом деле мы сделали несколько первопроходов, так называемых. То есть Оксана сделала вместе с нами 2 круговых маршрута, которые впервые были сделаны, скитурные круговые маршруты описаны. Вот, и 5 фантастических спусков вот с этих горных вершин, с горного массива Чха, с горного массива Аджара. Вот, все это делалось впервые. Им понравилось? Вот их впечатление? Конечно. Дело в том, что сюда уже приезжали ребята, хелискийщики из Америки, из Европы. И сейчас как бы у нас вопрос только один. Нам нужно, наверное, помочь нашей гражданской авиации. Нужно дать толчок для того, чтобы появились серьезные мощные вертолеты, которые способны делать забросы для развития хелиски. А для развития скитура там буквально нужно тоже какие-то усилия государства, усилия коммерческих организаций для того, чтобы дать толчок этому новому виду туризма. Дело в том, что да, таких людей мало, но для всего мира это буквально сотни тысяч уже, да. А если учесть то, что мы говорили в начале, что Абхазия уникальное место для скитура, для фрирайда, для хелиски, и если мы правильно себя представим миру, то сюда начнут приезжать люди со всего мира. И это люди, имеющие как бы... Ну, как сказать, это дорогой вид спорта, понимаете, для того, чтобы экипироваться, вам понадобится там около 300 тысяч рублей, предположим, ну, в зависимости от того, как... То есть одни лыжи могут стоить в районе 100 тысяч рублей, поэтому мы можем сюда привлечь вот именно как бы богатого клиента, который, во-первых, привезет сюда деньги в Абхазию, и, во-вторых, не навредит экологии никак. То есть он приехал, спустился с горы, уехал, и вот его след припорошило снегом, и все. Никакого вреда экологии мы не наносим таким образом. Вот мы подготовили еще небольшой репортаж о туристах, которые отдыхают зимой. Давайте посмотрим, потом мы продолжим эту тему с вами. Вот такой поток туристов еще в советские времена посещал Абхазию. Тогда страна души была местом отдыха не только для бюджетных туристов. Дачи высокопоставленных партийных чиновников до сих пор сохранились на территории республики. Теперь же сюда приезжают путешественники с ограниченным бюджетом. Кстати, и не только летом. Абхазия зимой выглядит тоже красиво. Вечно зеленые растения и мягкий климат привлекают сюда туристов, ценящих спокойный отдых,
без излишней суеты. Летом были, хотелось зимой. Тут тепло, мандарины, апельсины. Здорово, классно. И нормальные люди. Мне очень нравятся абхазы. Я здесь была 4 года тому назад и вернулась снова. С удовольствием отдыхаем. Морально, душевно. Зимой в Абхазии снижаются цены не только на жилье, но и на некоторые продукты. Можно приобрести мандарины, апельсины, лимоны, киви, хурму, фейхоа, гранаты, поздние яблоки и груши по доступной цене. Что касается экскурсий, то как раз зимой это сделать намного удобнее. Зима в Абхазии очень мягкая, и можно спокойно любоваться достопримечательностями. Среди излюбленных туристических маршрутов озеро Рица, Новоафонская пещера и, конечно же, памятники православной архитектуры. Очень хорошо в Абхазии. И зимний отдых, и можно много куда съездить и посмотреть вообще. Природа очень красивая. Очень красивый город. Я на море не была никогда зимой, а тут море есть хорошо. Гости Абхазии могут пройти и оздоровительные процедуры на сероводородных источниках. Зимняя Абхазия понравится тем, кто хочет отдохнуть от суеты, полюбоваться пейзажами, подышать свежим морским воздухом и насладиться хорошей кухней. В общем-то, современный турист – это привередливый турист, да? Ведь сейчас отдых стал более, можно сказать, доступным в плане передвижения, получения виз. В общем, весь мир можно объездить, но вот вы открываете новые места, не только новые места, но и забытые маршруты, да, которые функционировали в советские времена. Как вы считаете, вот какие еще направления могли бы вызвать интерес у туристов зимой? Ну вот смотрите, вот люди приезжают один раз, второй раз. Есть туристы, которые даже там в 12 или в 15 раз приезжают в Абхазию. Какие туристические места они посещают? Они посещают горную Абхазию, предгорье. Это или озеро Рица, или озеро Амкел. Ну, в 15 раз, я думаю, уже им неинтересно будет смотреть. Что-то новенькое надо вот предлагать туристу. Да, вот им нужно предлагать что-то новое. А что-то новое – это безусловно, горная Абхазия. И я еще раз говорю, в каждом районе Абхазии есть очень много интересных мест. Один раз он съездил на Рицу, хорошо, он приехал второй раз. И каждый раз ему нужно что-то показать. Каждый раз он хочет удивляться, приезжая в Абхазию. У Абхазии огромное количество таких мест, в которые можно влюбляться постоянно. Вот. Поэтому я считаю, что даже если туристы приезжают отдыхать на море, в любом случае туристические объекты будут в горах. Какие еще маршруты, которые вот функционировали, может быть, в советские времена, которые вам благодаря проекту удалось открыть? По летнему туризму, по трекингу так называемому, да, по горно-пешеходному туризму, безусловно, было написано очень много книг в советское время. Но дело в том, что изменились формы подачи информации, да, то есть теперь никто не ходит в библиотеки, они заходят в интернет и хотят получить там информацию об этом месте, прежде чем принять решение. Хотят посмотреть фотографии, описание маршрута, сложность маршрута, и было бы хорошо еще и видео посмотреть. Вот в этом мы помогаем нашим туристическим организациям, они в открытую пользуются всем тем материалом, который Горная Абхазия собрала. То, что касается зимнего туризма, то тут вообще все очень интересно, именно горного зимнего туризма. Это вообще чистый лист. И мы заново создаем этот вот продукт для всего мира. И мы сами учимся. Мы сами для себя открываем Абхазию. Уже, конечно же, по сравнению с тем, что было там 2 года назад, мы знаем намного больше. И я вам говорю, вот год назад мы сделали и описали первые 2 круговых маршрута зимних. И сделали несколько спусков тоже впервые. И тоже их описали. То есть в следующий раз, когда профессиональный гид приедет с группой, предположим, с Красной Поляны, у него уже будет какая-то основа. Да, вот как происходило, например, в прошлом году, и как будет происходить еще, наверное, некоторое время. Гиды, которые приезжают с Красной Поляны с группами, там 5-10 человек, они не поднимаются выше лесной зоны, потому что у них ответственность за людей, и они ведут только туда, где понимают, что они обеспечат безопасность этих людей. Вот когда там появятся наши спасательные службы, когда появятся лавинщики, метеорологи, и они будут делать снежные шурфы, будут давать анализ снега, говорить, вот сейчас в этом районе лавинная опасность минимальная. Вы можете выходить по этому маршруту, описанному и пройденному. Но это возможно сделать вот в ближайшее время? Это затратно? Я убежден в том, что это возможно. И нужно только захотеть этого. Да, безусловно, это затратно, но это не такие большие деньги для МЧС, для государства. То есть можно начать хотя бы с одной спасательной базы. Специальная техника же, помимо того, что вот появятся, допустим, специалисты, но исследования же какие-то нужно проводить, чтобы они понимали, оценить, чтобы ситуацию.
Да, для этого нужен спасатель, для этого нужен метеоролог. То есть группа из 3-4 человек вполне достаточно для того, чтобы на месте оценивать ситуацию, и в случае необходимости, то опять-таки нужно понимать, что это экстремальный вид спорта, и люди, которые делают такой шаг, они понимают, что они рискуют, в том числе и здоровьем, и жизнью своей рискуют. И им может помочь только их напарник, который находится рядом. В случае лавины, в случае ошибки, если ты допустил ее, для того, чтобы тебя спасти, есть буквально 15-20 минут. Это мы говорим о экстремальном случае, вот самом максимальном. Безусловно, вот это нужно делать. И первым шагом может быть создание вот этой вот базы спасателей и метеорологов, например, на Аватхаре. Там есть такие возможности, там есть и пансионат Аватхара есть, либо построить один домик. То есть нужно делать первые шаги. В общем, это не очень затратно и вполне осуществимо. Абсолютно, да. Кстати, сейчас вот как раз разгар, можно сказать, зимнего курортного сезона, и давайте посмотрим, мы поговорили с туроператорами о том, как продаются путевки в Абхазию в этом году. Каков спрос? Ну, если касается нашей работы, именно нашей фирмы, то могу сказать, что в этом году объем снизился в сравнении с прошлым годом. Причина я могу так проанализировав, я думаю, что это все-таки связано с общим кризисом, который в России. Во-первых, цены подорожали на путевки, на билеты. Нам надо поднимать сервис. У нас зимой проблемы, к сожалению, в многих гостиницах нет средства самообеспечения электричеством, водоснабжением. Многие дизеля не ставят, и поэтому свет так выключают часто, что в прошлом году было на новогодние праздники часто не было света. Это тоже, конечно, смущает туристов, которые зимой приезжают, потому что многие погреваются только за счет электричества, не имея своих средств, дизелей там, и прочего. В общем-то, спрос невелик. Как вы думаете, вот в чем причина? Вот она какие-то причины назвала, на ваш взгляд. Вы знаете, я считаю, что вот да, это большие проблемы у нас и со светом, и со всеми остальными вопросами, и с обслуживанием. Но дело в том, что вот, например, на Кубу или там в какую-то там экзотическую страну очень много туристов ездит. И у той же Кубы тоже очень много проблем. Мне кажется, один из ключевых вопросов — это все-таки понять для себя, какой продукт мы предлагаем миру, и предложить его, то есть сформулировать это предложение, создать брендбук туристический, понять, что мы можем предложить зимой, что мы можем предложить летом, что нужно нам в первую очередь, когда мы предлагаем этот туристический продукт. Я убежден в том, что туризм, исходя из реальности, да, он должен нам помочь сохранить наши традиции и нашу экологию. То есть мы должны сесть и создать базовые моменты, позиционирование себя. Но ради чего? Не ради зарабатывания денег, а ради... Потому что вы знаете, важно. Дело в том, что в любом бизнесе, если первой задачей ставятся деньги, он всегда рассыпется, какой бы крупный бизнес ни был. Это в любых учебниках написано, и это то, через что прошли американские крупнейшие компании, которые начали разоряться в середине 20 века. Поэтому есть цели и задачи любого бизнеса, и эти задачи, и особенно цели, это не зарабатывание денег. Это в первую очередь приносить благо обществу, на которое ты работаешь. А уже зарабатывание денег – это как бы одна из задач. И вот если вот таким образом мы себя будем позиционировать и разрабатывать наш туристический продукт, то тогда мы и государству пользу принесем, и сохраним наши традиции и нашу экологию. И будем интересными миру, потому что дело в том, что миру неинтересно приехать на еще один курорт, зайти в еще одну похожую гостиницу, они хотят приехать и увидеть Абхазию, увидеть ее традиции, ее культуру. Вот за этим сюда приезжают туристы. Вот эта нетронутая природа как раз и может стать брендом. Да, есть огромный, гигантский туристический кластер, например, горный, да, Красная Поляна. Нет никакого смысла с ним конкурировать. Нужно его дополнять, например, зимой. То есть экстремалы, которые приезжают, пожалуйста, предложи им услугу, потому что на Красной Поляне не разрешается летать на вертолетах, очень часто запрещают, потому что приезжают официальные делегации, не разрешают кататься вне трассы. То есть есть очень много ограничений, из-за которых профессионалы не всегда как бы могут себя реализовать. Ну так давайте дополнять друг друга, вот и все. Тенгиз, вот вы постоянно говорите экология, значит, это вот должно стать вот в развитии
туристического бизнеса зимой важной составляющей. Хочу вам показать комментарии директора Института экологии Романа Эдбар. Давайте посмотрим и поговорим. Давайте. Зимний отдых в Абхазии, может быть, радикально не отличается от летнего с экологической точки зрения. Остаются те же самые проблемы, которые существуют и для летнего отдыха. Нам необходимо обеспечить, очистку стоков, твердых бытовых отходов, которые, естественно, многократно увеличиваются с появлением туриста. Не надо забывать, что один человек в день оставляет не менее 1 килограмма твердых бытовых отходов. И естественно, что эти все проблемы экологические, связанные с уборкой территории, утилизацией отходов и жидких, и твердых, они являются такими же актуальными круглый год. И поэтому эта сторона вопроса, она, внесезонная. Что же касается, вообще зимнего отдыха, конечно, здесь возникают другие аспекты. Они в первую очередь связаны с безопасностью, потому что, например, походы в горы в зимнее время – это совершенно иное, нежели чем в летнее время. Поэтому, конечно, есть здесь свои особенности, которые требуют своего решения и более вдумчивого и тщательного подхода. Вот что касается вопросов экологии, проблемы те же, что и в летний сезон. Но зимний туризм – это же горы, особая среда, которая меньше всего любит вмешательство человека. Как вы считаете, как вы на эти проблемы смотрите? Можно как-то и развивать бизнес туристический, и в то же время как это сделать, как этот баланс найти между экологией и развитием бизнеса? Тут несколько моментов. Во-первых, я убежден в том, что мы должны перейти от количества к качеству, то есть мы должны, для нас успешным туристический сезон будет не тогда, когда к нам приедет 3 миллиона человек, а когда к нам приедет 500 тысяч. Но сейчас мы именно так и меряем, кстати, успешность сезона. Дело в том, что ничего хорошего нам это не даст. Мы должны уходить в качество, мы должны сокращать, это придет со временем. Я понимаю, что у гостиниц, особенно у частных, у них много задач, которые нужно решать, но со временем, через несколько лет, они должны уходить в качество, они должны повышать цену. И для них, предположим, приезд 10 человек будет по прибыли равен приезду 100 человек. Вот к этому мы должны стремиться. И тогда у нас и проблем экологических будет меньше. То есть уровень услуг должен расти. А тем более, что у нас есть такая уникальная земля, которая нам позволит приглашать сюда людей. Вообще, я даже, знаете, как вам скажу, все развивается. Бизнес, он вообще он где видит прибыль, он туда идет. Задача государства – систематизировать все. И наша задача в том числе, как фонда «Горная Абхазия», помочь в этом. То есть помочь направить бизнес в нужное направление. Потому что если мы этого не сделаем, это уже сейчас происходит. Да? То есть происходит коммерциализация Горной Абхазии. И если мы сейчас не поймем, как правильно направить туристические агентства, то, конечно же, мы столкнемся с большими проблемами через 5, через 10 лет. Более того, например, озеро Рица уже сейчас сталкивается с этими проблемами. Я уже неоднократно этот момент озвучивал с подачи директора Рицинского национального парка. Я ей благодарен за эту открытость. Она на круглом столе сказала, что у озера Рица большие проблемы. Его дно в строительном мусоре, и оно заболачивается. И если мы не обратим на это внимание, то очень скоро эта красота, она превратится в болото, понимаете? И мы должны об этом думать. Почему это происходит? Потому что вам пример место, к которому ежедневно поднимается несколько тысяч человек. Сейчас у нас такое место одно. К остальным местам, конечно, уже такого доступа нет, потому что нет дороги и прочее. Конечно, мы должны об этом думать. Должны думать сейчас. Тенгиз, в общем, приоритетными должны быть вопросы сохранения экологии и первозданной красоты этих объектов в развитии туризма, не только горного, но и летнего туризма, зимнего туризма. Мы должны создавать механизмы. Нам не нужно изобретать никакого велосипеда. Эти механизмы уже созданы в других странах. Мы просто должны взять этот опыт и применить его у себя. Наша традиция, восприятие себя, оно через горы, через природу. И поэтому, если мы потеряем эту экологию, мы и себя потеряем. Поэтому для нас это так важно.
Тенгиз, спасибо вам большое. Наша программа выходит в эфир в канун Рождества. Новый год уже наступил. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Поздравляю с наступающим Рождеством. Поднимайтесь на Рицу, поиграйте в снежки с детьми. Сейчас то самое время, когда нужно быть с близкими, с семьей. И всем желаю хороших праздников. Я бы хотел, на самом деле, нашему фонду 5 лет. И за это время нас поддерживали разные организации. И я благодарен всем и людям, и организациям, которые за это время нам помогли. И в первую очередь, конечно, хочу поблагодарить президента Республики Абхазия за то, что он нас поддержал и позволил нам выйти на новый качественный уровень. Хочу поблагодарить компанию «Аквафон», которые тоже они были первыми, кто нас поддержал 5 лет назад, вообще неизвестный тогда проект. И последние 2 года мы тоже вместе реализовываем все наши экспедиции, все наши проекты. Я знаю, что уже через пару дней вы отправляетесь в очередную экспедицию. Желаю вам удачи, и мы надеемся, что вы нас порадуете новыми открытиями, великолепными фото и видео. Спасибо вам большое. А напоследок нашим телезрителям я хочу показать один из ваших последних роликов. Он называется «Путь воды», который впервые вообще увидят телезрители. А нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был директор фонда Горная Абхазия Тенгиз Тарба. А я прощаюсь с вами до следующей недели.